Сегодня, 2 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. Сегодня его родственники и земляки соберутся в селах Танда и Барагонцы Усть-Алданского улуса, где пройдет торжественное возложение венков. Ульяна Шагина встретилась с родственниками героя. Владимир Лонгинов – один из 24 воинов-якутян, удостоившихся звания Героя Советского Союза на кровавых полях Великой Отечественной войны. Командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, сержант Владимир Лонгинов. В жестоком бою при форсировании Днепра смог уничтожить 80 гитлеровцев. Потом, был еще один бой, где в общей сложности так его пулеметный расчет, он где-то около 240 человек, Он знал, что он герой. Семья Лонгиновых потеряла на той войне 3. Владимир пропал без вести. Мать и сестры много лет пытались найти следы его захоронения. И только в 1965-м стало известно, что он похоронен в братской могиле под Киевом. В роду у Лонгинов было 6 поколений священников. И все они были просветителями, кроме этого, и Камчатки, и Якутии. Годы революции легли тяжелым грузом на семью. 2 родственников священников были подвергнуты репрессиям. И Лонгиновым ничего не оставалось, как менять места жительства, спасая детей. Наверное, поэтому потомки Лонгинова до сих пор не могут сойтись во мнении о месте его рождения. У нас идет спор, конечно, что он родился в Танде. А вообще-то мы нашли в архивах 2 автобиографии, что Владимир Денисович Лонгинов, он родился в местности Бескюль горного района. Маленький Володя рос крепким, смышленым ребенком. Любил охотиться и рыбачить. В совершенстве владел русским и якутским языками. Моя мама говорила, что он был очень трудолюбивый, учился хорошо. Потом, он занимался спортом, охотой, рыбалкой. В 1930 году Лонгиновы переезжают в Якутск. Володя поступает учиться в русско-татарскую школу. В 1939 году поступает на курсы соцстрахования и по окончании направляется в Тампонский район бухгалтером Государственной инспекции страхования. Вот воспоминания жителей этого поселка Тампо сказали, что пришел молодой человек, парень Володя, который изменил нам жизнь. Потомки и родственники Владимира Лонгинова сегодня живут и в других городах России. От Иркутска до Великого Новгорода и Москвы. И все они сегодня поддерживают близкую связь. Я проживаю в Московской области, работаю в городе Москве. И сегодня я специально приехала сюда. Я стала узнавать свой род, я стала формировать дерево свое семейное. И, в общем, узнала очень много ценной информации. Они не забывают и гордятся многовековой историей своей семьи. Изучая архивы и библиотечные фонды, они смогли восстановить генеалогическое древо Лонгиновых до 9-го поколения. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.